Широко раскинулась красавица Алекма, можно часами смотреть и на нее любоваться бескрайними полями и весной, и летом, и осенью. Ага, да, да, да. Меняет наряды капризная красавица. Но это, конечно, лирика. Сельчанам в эти дни любоваться некогда, хотя нет-нет, да кидают взгляд с улыбкой. А так, горячая пора, сенокос. Нынче, как никогда, травостой отличный, делится Лена Григорьевна. Накосы мы начали 19 июля. Вышли все 3 звена. То, что дожди, неделю дожди были, мы как бы ремонтами занимались и все. После посевных мы сразу, неделю ремонты прошли и выехали на сенокос. В звене по 4 человека, по 3 механизатора и рабочие. Сколько звеньев? 3 звена. Угу. Все вместе 409 гектар. На сегодняшний день мы 90 гектар скосили, но убрать мы убрали всего 60 тонн. То, что вот не дает. Какой участок больше всего радует? Все сенокосные, травостой хороший. В этом году Да, все, да? Да. У нас все островные. Все островные. Ага, то, что выезжаем и на пароме, и продукты завозим, и запчасти завозим. Вот так. Угу. Все островные. Единственная проблема – это дожди. Да, дожди. Сейчас, на неделю, наверное, дождей не будет. Будем успевать убирать. Сколько успеем. Так, техника все. Техника ломается, но успеваем. У нас то, что магазин у нас здесь, в Куранде. Вот эти только. Хорошо то, что этот магазин. А так, с Якутска мы ничего еще не брали, не успеваем. Радуют и кормовые. Будет чем порадовать буренок кладоволекму в суровую зиму. Недаром говорится, у коровы молоко на языке. Что скормил, то и получил. По посевным нынче урожайность очень хорошая. Посевы вы сами видите, как это все. Ровная, да, идет? Да, ровно. Но сейчас только нам сенокоса выйти и все это убрать. Очень быстро и качественно. В этом году планы выполнить по силам, рассказывает руководитель управления сельского хозяйства Алекминского района. По сочным кормам до нашего района дано задание правительства республики 1650 тонн зеленой массы в виде силоса, также 1170 тонн сенажа, также сена 14 290 тонн. С учетом текущей обстановки, и наглядно вы сегодня увидели, по сочным кормам мы планы должны 100% выполнить. Также, думаю, должны перевыполнить по сочным кормам. А по сену на сегодня заготовлено по району порядка 20%. Конечно, с 24 июля стояли дожди, и сегодняшний день только погода налаживается, и, соответственно, мы должны также исполнить по грубым кормам 100%. Кладовая Алекмы на сегодняшний день самое крупное организованное предприятие в районе. На это время здесь содержится 984 головы крупного рогатого скота. Из них 460 – дойное стадо. Значительное количество поголовья требует и значительного количества кормов. А чтобы молоко и продукция были по-настоящему вкусными и качественными, корма должны быть полнорационными. На одном сене далеко не уехать. Мы заложили в план этого года, составили технологическую карту, и по утвержденной этой карте у нас получается 3000 тонн мы планируем заложить силоса,
680 тонн сенажа. И планируем сено где-то порядка 800 тонн. Ну, как вот предыдущая Лена Григорьевна сказала, в связи вот с погодными условиями, ну, надеемся, конечно, выполнить план, но посмотрим. Если этот, ну, мы сочными кормами зиму перезимуем. И на сегодняшний день у нас прибывает баржи с комбикормом. Уже на следующий год мы комбикормом уже как бы обеспечены. То есть, в принципе, все готово к тому, чтобы выйти удачно на зимовку. Да. То одно из крупнейших предприятий – это кладовое Алекма. Вот как у них дела, на ваш взгляд? Ну, они уже первый укос по сенажу сделали, закатали сенаж. И на сегодняшний день перспективы хорошие по исполнению плана. По сену, конечно, сейчас работают на 3 участках. Это остров Оверы, Касьян и Казач. И да, должны исполнять. В этом году у них трудностей на предстоящую зимовку не должно быть. Именно поэтому ежегодно высевается не только овес, но и молочные растения. В разумных количествах и кукуруза, и подсолнух, и прочее обогащают корма. Сами знаете, что мы обеспечиваем полностью Алекминский район свежей молочной продукцией. Все эти детские, дошкольные, школьные учреждения, летнее время эти лагеря, мы все обеспечиваем согласно всех контрактов, договоров. Обязательства выполняем полностью. Вот в этом году больше масла, обратили внимание, это с чем связано? Ну, по срокам. Сейчас, сами знаете, тоже по срокам у нас идет самая сейчас жирность молока и сочность, ну, как бы сказать, и витаминная больше. И в это время мы успеваем делать, конечно, масло. Потому что на сегодняшний день по технологической той же карте нам выгоднее делать масло. Потому что масло не испортится, мы ее всегда сможем ее реализовать. Кстати, кто думает, что на вкус сыра влияет только жирность молока, ошибается. На самом деле весь букет алекминских полей дает именно дневное молоко. Об этом говорили и раньше, и хорошо, что вновь вспомнили. Алекминский бренд знаменит именно неповторимым вкусом разнотравья. По сыру на сегодня, да, мы тоже планы перевыполняем даже. Но тоже, знаете, у нас сыр очень востребованный. Каждую неделю по 1 тонне отправляем на Якутск баржей. И у нас тут по месту тоже востребованность очень хорошая. И по сыру хочу сказать, тоже вот у наших специалистов как бы заложенное уже в программе, да, именно на сыр мы пускаем дневное молоко. Потому что днем коровы у нас нагуливаются и кушают зеленую хорошую травку со цветами, с этой хорошей травой, да, свежей, и поэтому сыр получается такой же хороший. Мы все это делаем отдельно. Ночное молоко отдельно принимаем, а дневное отдельно. Ну и тут раскрыл небольшой секрет. Не без проблем. Разводит руками директор, и то верно. Даже суперкачественное оборудование со временем изнашивается. Учитывая, что оно голландское, мы понимаем, санкции все-таки дают о себе знать и в нашей глубинке. Обстановка, как бы сказать, по сравнению с тем, что было, более нормализовалась. Конечно, были свои рабочие моменты. Но на сегодняшний день у нас долгов по заработной плате нет. По налогам тоже своевременно оплачиваем. Выручка тоже пошла хорошая. У нас оборудование нашего пищекомбината, оно как бы уже устаревшее, да? И оно голландского производства. Сейчас, сами знаете, у нас вот эти все санкционные вот эти работы, конечно, дают знать. И хотелось бы тоже
перевооружить наш пищекомбинат, чтобы можно было уже говорить об этой, как бы сказать, полной вот этой вот линейке продукции, чтобы можно было у нас глубокую переработку молока сделать. И самое главное, повысить срок годности нашей готовой продукции. Тогда мы уже изменили бы не только вот эту линейку выпускаемых товаров, но бы изменили бы географию нашего сбыта, в том числе Южную Якутию, да, и Западную Якутию. Тогда бы можно было говорить уже в больших цифрах. Ну, то есть мы говорим сейчас уже не о пастеризации просто, а уже более Ультрапастеризация, да. молочной продукции. Да. Ну, везде, конечно, свои плюсы, потому что та продукция, которой мы сейчас занимаемся, мы работаем с живым молоком, если проще говоря, доходчиво, да. Сегодня, учитывая все сложности, немного изменен весь алгоритм, точнее количество сдатчиков. Основным, конечно же, являются фирмы кладовой. Начиная с прошлого года у нас была договоренность администрации Ялюкнинского района, то, что именно мы в связи с тем, что невыгодно производить молоко, привозить с дальних ночлегов, да, тем более речная переправа была, да, поэтому мы по договоренности тоже с администрацией, с ночлегами мы перешли на другую форму, то есть оставили, проще говоря, тоже долину. Да, ну, конечно, на сегодняшний день есть, я бы сказал, не вопрос, а целая проблема, да, по молокосдаче, вернее, не по молокосдаче, а по оплате молока. Ну, хорошо, мы сейчас связь как бы ближе держим с народом, да, молокосдатчики постоянно у нас на связи, они все знают, что вопрос, вернее, проблема не в нас, да, а проблема в том, что везде у нас, как и по всей России, так и в нашей республике, конечно, бюджет очень, как бы сказать, трудный. Самое главное, за всем этим стоят люди, сельчане.